Уже начал завтракать. На завтрак у нас получается рыба также. Чтобы суп нагреть не хочется. Это на обед пойдет. Сейчас рыбу доем. И я и не спешу. В принципе, на улице сейчас холодно. Но спокойно пока, безветренно. Также сходим выше. Озера проверим. Спиннинг возьмем. По спиннингам еще покидаю. Сегодня попробую на меньше блесну возьму. Вчера я на крупные блесна рыбачил. Попробую на маленькие. Может, кто и клюнет. Ну, примерно так. Вот так начинается утро. Если, скажем, я приехал охотиться на рябчика, я бы давно уже в тайге. Потому что по утру, когда вот солнце начинает вставать, рябчики активные. Да и тоже надо много успеть. Скажем, я когда вот на рябчиках хожу, больше 20 километров такой круг здесь делаю. Не знаю, в этом году приеду, не приеду еще сюда. Потому что на первый взгляд я вижу, что мало птицы. Кто его знает, может и приеду. Перед тем, как уехать на охоту на вторую избу, возможно, может быть, еще приеду сюда на один день. Приехал с утра, с рассветом вышел в тайгу, до вечера побродил, сел и обратно поехал. И обычно я так и делаю осенью. Бывает на восходе, бывает на УАЗике приезжаю. Но на УАЗике, честно, мне неохота уже сюда ехать. Дорога вообще гиблое дело, лужи. И поздней осенью по лужам я не стараюсь ездить. Потому что в мосты у многих там вода заходит. На зиму, чтобы воды нигде не было. Бывало всякое, и уже по снегу, да и я не раз показывал, по снегу я ездил, сюда приезжал. Через лужи там проваливаешься, лед не выдерживает там. Лед не выдерживает, и едешь, куда деваться. Раз начал, надо ехать. Да посмотрим. Заранее как там не предугадаешь. Бывает там планирую, а потом в жизнь так пойдет, что все планы приходится менять, и никаких походов не получится. То посмотрим, как пойдет дело. А в дальнейшем, конечно же, буду снимать. Хоть какие походы, но будут. Хоть на чем. Смотришь, там уже снег выпадет, уже на буранах будем кататься. Короче, завтракаю и давайте сходим, посмотрим, что там нас ожидает.
Кирпичей тут навалом еще. Так. Хочу, ребята, я проверить. Техника безопасности. Пожарная безопасность. Не техническая, пожарная безопасность. Так, что тут у нас? Труба такая, скажу вам, доски сверху холодные, кирпичи вот возле трубы такие теплые. Вроде все нормально, ничего не развалилось, все четко. Пока так оставлю. Конечно, только думать надо возле трубы как-то герметичнее закрыть, потому что дождевая вода идет по трубе вниз. А так пока все устраивает. Я пока всем доволен. Пока все так оставлю. Зимой намного безопаснее будет. Ну, конечно же, больше будем топить, но и тоже охлаждение больше с улицы. Мороз. Самое главное не улететь тут. Так. Ну вот. Я уже собираюсь, я уже оделся. Ну а на сегодня бушлат еще одену. Потому что, блин, непривычно, холодно. И ветер сейчас такой. Западный ветер дует, очень холодный. Прямо с запада. Юго-западный ветер. С этой стороны идет. Ну вот. Спокойно буду идти, не спотею. Так, и еще, наверное, козырек возьму. Козырек пока в карман возьму. Если что, одену. Сейчас пока. Не против солнцу идем. Так, ну все, пока здесь так оставлю. Я подкинул еще дровишек, этих сырых, в печку. В печку закинул там 3 штуки, наверное. Дверь тоже приоткрытым оставлю, потому что очень тепло в избушке. И вот доски, конечно, чуть-чуть нагреваются. Жестянка тоже вот тут нагрелась. Ну, потом по-другому никак. Сверху все прохладно, а здесь вот тепло. Ладно, пускай. Так. Так примерно открою. Так, не забыть удочку еще. Ну, спиннинга. Патроны сам заряжаю, как вы знаете. Перчатки есть, все есть. Со свежими силами. Если жарко станет, можно бушлат где-нибудь оставить. По пути обратно возьму. Так, вроде все, печка дымит. Там дверь приоткрыта. Ничего страшного. Все, пойдем.
Проверил одно озеро. Ничего не было. Там белка только через дорогу пробежала. Снимать не стал уже ничего там. Там один раз выстрелили. Буквально там 10 секунд. Как сказать? 10 секунд раньше, как я включил камеру. Наконец-то один выстрел за все утро. Что-то тишина. Какашка чьи-то. Не то куница, не то еще какой-то зверек, может, норка. Кряква. В конце озера, оказывается. Где он сидел вообще? Волны никакой не было. Может, на бревне где-то он сидел. Один был. Когда подкрадывался, я смотрел долго на волну. Волны никакой не было. И дай, думаю, напролом. Бывает так, напролом ты лезешь к озеру, и они выскакивают, и по озеру тогда в лед можно стрелять. Но там один был. И, видать, на бревне. Хрен его и заметишь. Позапрошлом году, наверное, я туда зашел, а здесь кряквы сидели. Короче, сидели на берегу, вот где-то вот тут. И там партия, несколько штук их было. Головы у них под крылом. Они спали, отдыхали. Подкрадывался, стрелял, но что-то у меня перья остались, а утка улетели. Неудобно было стрелять где-то вот тут. Конечно, удобно я подкрался тоже. Но и после этого я на следующий год здесь я прорубил тропинку. Вот поэтому сейчас вот здесь все веточки, все обрубил тут. И пользуются, видать, этим многие. Да, свежие патроны, между прочим. Осенью уже стреляли. 16 калибр. Вот такие дела. Второе озеро, и результат снова никакой. Ни одного подхода, ребят. Здесь обловил все. Вот и до покидал. Что-то полный штиль. Или это блесна как-то нехорошо работает. Blue Fox. Второй номер. Блин. Бесполезно. И трава такая, хорошее место. Не знаю. Какую блесну прицепить. Короче, обратно пойду к рюкзаку. Не хочет. Не, бесполезно. Уже вон такую блесну прикрепил. Самую уловистую. Блин. Не хочет. Еще одно озеро на сегодня. В этом направлении. Потому что дальше уже охотники там сидят. 2 избушки там. И вчера показывал. Одна избушка охотник недалеко. И еще выше там изба. Там тоже охотник. Короче, одно озеро еще проверим. А там будем возвращаться.
Пришел на вчерашнее место, у меня тут удочка. Вчера оставлял. Сейчас будем здесь кидать еще спиннинг. Попробуем. Это последнее озеро на сегодня. Вот. Пару забросов. Круговую. Или с лодки там еще покидать. Сейчас глянем. Можно с лодки покидать там. Обойти так. Тишина. Не хочет. Вот и все. Попользовался лодкой знакомого. Поставил обратно на место. У нас такое правило. Попользовался, ложи на место. Как было, так и оставляю. Решил к Егорке сходить. Знакомый тоже с Нижера. Не знаю, на избе или нету. Вроде под навесом, так в ведере я не вижу там чайников. Значит, его тут нету. А тут стандартно, думаю, как и во всех избах. Баня по-черному. Тоже культурно все. Печка на кирпичах, железки. Рессора, видимо, там. Амбар. Сама изба. Тут, видимо, рыбу чистили раньше. Свежей чешуи я не вижу. Под навесом. Между прочим, вот так надо придумать, чтобы костер там был. Или же какую-нибудь железную печку тоже сделать. И сам, чтобы сидел, чтобы дождь не выпадал на тебя. Рано или поздно, наверное, что-то я придумаю такое. Стол. Я здесь зимой на Буране проезжал. Один раз там еще косачи сидели. Очень далеко я снимал. Ну и река. Здесь, между прочим, попадают, утки летят хорошо осенью. Такой вот маршрут у них вот здесь проходит. Да, утиные перелеты. Сейчас еще в избу зайдем, посмотрим. Ух, сегодня она теплый день будет. Весло, видимо, поломалось у него. Не знаю, из какого материала сделан. Это пихта, что ли? Дерево похоже на пихту. Да, это пихта, он слабый. Пихта такое дерево. Он легкое сам по себе, но и по качеству он слабый. Чё лом здравокарка? Так. Давненько я сюда не заходил. Фу, хорошо. Вот видите, надеюсь, видно, через трубу вон тоже вода заходит в избу. И это один минус, вот когда вот заходит, скажем, вот потом пойдет дальше вода, скажем, за печку, и где-нибудь там отсыреет бревно. И от этой сырости вот плесень у меня и образовалась, поверьте мне. Потому что у меня такая же картина была. Вода через трубу зашла, и возле порога у меня плесень появилась, и пошла-поехала. Вот такую полку также мне надо сделать. Вот я, и бывает, захожу в любую избу и смотрю, присматриваюсь, для себя что-то беру тоже вот. Вот эта полка вот сделана. Ну, конечно, с крышкой, чтобы было, но с дверью. Потому что мыши, если будут, они, везде лазят.
А на второй избе у меня такая, как шкафчик. И очень удобно. Мышь не залазит, все чисто. Здесь соль, наверное. Вот сюда мышь залезет, насрет, и мне это уже неприятно. Здесь тетрадка даже. Какие-то номера от телефона. Подчевско. Что это такое? Высший, очень высший лесной Макаров Егор. Егре. Ну да, Егорка. Кличка у него Егре. Тоже мажется, пишется. Почерк, конечно, как у врача. Здесь уже бухие, видимо, писали. Пашванчик. Это явно уже по почерку вид. Бля. Эти. Фу, блядь. Ну, как же он, не шмеля. Несколько штук даже их. Осенью они очень кусают. Тут, наверное, где-то у них этот гнездо. Блядь. И через это уже проходил. Кусали меня не раз. Давайте я тоже здесь автограф оставлю. Мишлок вертолет. Ми 8 воис миянды. Кукешик водка. О, блин. Куда они появились? Надо выйти отсюда. Там распишу, что как. Интересно, прикольные записи тут. Так, привет всем от АСМ. Мы остановились отдохнуть. Я Чипус. Джоль Вань 2. Мишка М. Кочек Миш. Локтис вертолетен. Ми 8, блядь, и сюда уже. Чего они возле меня крутятся, на? Я не понимаю, на. О, блядь, или тепло чувствует, на. Реально могут, блядь, ужалить так сильно, на. Я вспотел, но от меня тепло идет, поэтому и вертолет Ми-8, это значит ветерок, ну, такая моторка на ветерок, который вставляет двигатель. 2 ящика водка привезли. Так, ну, я свой автограф тоже оставлю. Сегодня, получается, 21 09 20. Заходил на избу отдохнуть. Керка тур лебала зы. Яс. Погода солнечная. Были заморозки. Уток нет. Порыбачил. Неплохо. Арсень Олег. И 2 горы. Вот так. Порыбачил неплохо, это значит, некоторые моменты остались за кадром, ребят. Все, 100% я никогда не показываю. Как бы там ни было. Ну что,
В принципе, обзор я уже раньше также делал этой избы. Здесь уже тоже вот венцы меняли, и по-новому уже скоро придется поменять. Время летит. Антенну поставили. Это в прошлом году, может. Свежая антенна. Ладно, сейчас зайду, оставлю вот эти. Как же они? Осы. Осы. Вон. Они могут там гнездо и на зиму сделать. И зимой они здесь будут зимовать. Вон они. Не, надо отсюда быстро сматываться. Так, ручку отсюда поставлю. Надеюсь, увидят. Блять. Что за фигня тут? Не, надо выйти. Все, короче. Спасибо, изба. Отдохнул немножко. И дальше в путь. И дальше в путь. Пока не ужалили тут меня. Одним словом, ребята, встретимся уже на своей избе. Там будем дальше смотреть, что делать. Еще есть вариант на одно озеро таежное сходить. И мы с Денисом вот рыбачили. Проходили мимо этого озера, потом на таежную речку зашли. Надеюсь, вы помните, кто смотрел летние фильмы. Вот. А здесь пока делать нечего. Там сверху в каждой избе уже охотники. Нет, туда не пойду. Там озер очень много, но и также охотники сидят. Так особо перелетов нету. Скажем, если вот ты идешь и видишь, там партия пролетела, или еще утки туда-сюда летают, значит, можно ходить, проверять. Это вариант есть, что можно добыть. Потому что когда у уток движение есть, значит, в любом озере можно встретить их. Ну, короче, я пошел на избу. Там поболтаем.